Ладно, давай-ка начнем. Намо тассе бхагавату арахату самма самбуddhассе. Намо тассе бхагавату арахату самма самбуddhассе. Намо тассе бхагавату арахату самма самбуddhассе. Sabba papasya akaranam kusalassupa sampada sacitte pariyutapanam etam buddhanusasanam hi. Mi немного поговорили о доброте, но не полностью, да? Совсем немного. Вот учение Будды объясняет, если человеку нужно практиковать доброта, первый, что он должен делать, это надо узнать подробно противоположности доброты. Это значит гнев, ненависть, да? Вот эти качества человека. Если мы гнев не знаем, ненависть полностью не знаем, мы можем радоваться. Или мы можем одобрять, может быть. Одобрять, что это качество пусть у меня будет нормально. Мы можем гнев воспринимать как соседа. Либо мы можем гнев воспринимать это как будто гордыня. Некоторые воспринимают этот гнев, когда у меня есть гнев, люди меня уважают. Почему уважают? Они меня не трогают, они аккуратно со мной разговаривают. Поэтому, если у меня такого нет, да, они могут меня использовать. Поэтому нужно быть такими, они думают. Некоторые думают, допустим, ненависть. Люди несправедливые, неправильные. Они не так делают или могут делать. Поэтому просто так и так отпускать нельзя. Надо им отвечать. Вот так ненависть возникает. Да? Как бы ненависть не возник, как бы гнев не возник, мы его должны хорошо увидеть. С ними мы должны хорошо познакомиться. Гнев – это эмоция, которая у человека появляется. Он появляется страданием. Или, если просто сказать, он появляется неприятные ощущения, неприятные чувства. Поэтому хоть немного гнев, отвращение у вас возникнет, вы сразу чувствуете дискомфорт. Это значит, гнев в первую очередь принесет страдание вам. Не страдая, вы не можете гневаться. Да? Это безвозможно, невозможно. Поэтому мы должны немного посмотреть. Допустим, да? Вот представляете, да? Гневный человек. Он как? Беспокойный. Да? Он не может спокойно, допустим, да? Так сидит, он не может. Да? Он беспокойный, у него кровь очень быстро двигается, да, это видно красное лицо, глаз, эти все по-другому выглядит, да, и неприятно на него смотреть, и он не может спокойно работать, ну какая работа, дальше кушать, читать, спокойно он не может. Это как будто болезнь, как будто человек болеет. Человек болеет. Да, вот, но эта болезнь не как ковид.
Почему? Быстро можно передать другому. Да, вот, допустим, если будет здесь какой-то гневный человек, и что он делает? Он сразу передает быстро другими. Если нету у кого-то, да, это как это говорит, вакцин, вакцин метта, вакцин доброта, мы сразу принимаем его. Мы сразу принимаем, а потом мы сами начинаем болеть. Мы сами начинаем болеть. Допустим, да, бывает дома родные. Родные бывают, допустим, да, вот я помню, мне сказала одна преподавательница. Она говорит, вот ее мама, как я помню, да, вот она не может успокоиться, она постоянно говорит гневный. Так. Это своя мама, ей надо помогать. Она это как вначале она сама гневалась, да, и дома постоянно такая ситуация. Потом она ее воспринимает, как она болеет. Да, вот моя мама болеет сейчас, ей надо помочь. Да, и она понимает, как помогать ей. Она знает, сейчас разговаривать не лучшее время, надо отойти. Потом, вот когда вот, так она и смотрела на него, да, она могла что-то делать. Она не, как это говорит, заразила этой гневом, да, и она не болела. Вот что мы должны знать. Да, вокруг нас очень много больных. Если у нас нету соседа, если у нас нету доброта, мы быстро воспринимаем их и возьмем этот гнев. Этот гнев, да. Вот бывает, можно сказать, два типа людей. Ну, это все мы сами, да. Ну, какие? Одни, это как будто вот этот мусор собирающий машина. Идет везде, собирается всякие мусор, да? Видит то, все, вот так. А потом домой придет, да? И все, дома домой принесет. Бывают другие, да? Из дома возьмет всякий мусор, да? На работу, на улицу, вот кидается каждого. А другие это опять поймают их. Мы должны понимать как-то гнев вот такими, как будто мусор, как будто грязь, как будто вирус. Гнев, он похож на вор. Почему вор? Вор придет потихоньку к нам. Да, дальше мы не замечаем, что вор пришел, да, и украдут все наши драгоценности. И что у вас дорого? Самый дорогой, что у вас? Состояние. Самый дорогой человеку это счастье, покой, гармония. И спокойствие, настроение. Да? Вот вор пришел, ваше настроение украл, ваше покой украл, ваше счастье украл, а потом у вас остается беспокойство. Беспокойство. И страдания только остаются. А самое главное, он еще украл наши мудрости. Он украл нас мудрости. Поэтому мы видим, это всего не я. Вот мое страдание из-за кого-то другого. Причина не я. Почему? Мы думаем, вот этого страдания, которое у меня есть, да, причиной этого страдания не может быть я. А это кто-то внешний человек, внешний мир. Все виноваты, кроме я. А я страдаю, почему? Потому что мир такой.
Почему на самом деле мы страдаем? Загрязнение ума у нас такие. Да, первый это наше невежество. Да? Мы се этот сами порождали гнев. Да? Мы сами, этот, как из-за невежества, мы его создали у нас. Из-за этого невежества появились всякие загрязнения ума. Не только гнев, да, и жадности, привязанности, зависти, эго, гордыня, очень много. Это все нам принесет страдания. И если у человека гнев и с утра до вечера, если он постоянно гневный, да, он должен ожидать 10 результатов в этой жизни. Да, Будда говорит, если человек практикует доброту, то он получает 10 результатов. Это значит, если доброту практикует, получает 10 результатов, кто практикует гнев, он тоже получает 10 результатов. Какие? Первый. Он не может спокойно спать. Это значит быстро спать. Нет, быстро засыпаться ему не получится. Да? Ему трудно будет спать. И второй, когда он засыпается, да, он начинает видеть кошмары. Всякие кошмары. Третий, ему трудно будет проснуться. Проснуться трудно будет. А также он увлекает огонь, оружие, яды, он увлекает себе. Это значит, кто гневный, да, они найдут конфликты. Где конфликты? Там оружие, огонь, яды, он увлекает его. А также людям этот человек не нравится. Люди не хотят его увидеть, с ними разговаривать. Да? Люди не хотят, чтобы он был, допустим, да, вот я помню, некоторые паломничества, экскурсии мы организуем. Некоторые спрашивают, тот человек придет? Если он придет, я не приду. А другие думают, кто гневный, он думает, люди меня уважают. Люди не хотят меня трогать. На самом деле это не уважение. Да, это как будто люди не хотят, это как это говорит правильно. Да, вот есть где-то мусор, да? Люди не хотят этот мусор трогать, потом будет грязно, да? Это вонючими станет, поэтому не хотят трогать. И не только люди мне не нравятся, да? Еще не людьми тоже не нравится. Не люди это голодные духи, им не нравится. Даже животными неприятно. Да, вот я помню, вот, где я вырос, вот там, в том улице, были уличные собаки. Они уличные, у нас наши уличные собаки никому не лают, просто они улице живут. Но был один человек, он, когда придет на эту улицу, он откуда-то возьмет такой большой палку. Он, не знаю, сорвет палку и вот так придет. Все собаки бегают, лают, хочет укусить его. Вот так. Почему он гневом придет? И это гнев дальше чувствует собаки. Им не нравится это. И Дева это, вот, мы буддисты, да, мы верим,
есть всякие божества. Местные божества бывают, виси божества бывают, разные виды божества есть. Виси существа, чем люди. Да? Им тоже не нравится, говорит, такого человека. Они не будут защищать их. Да? И еще его лицо не будет приятными другими. Это значит, короче, лицо будет некрасиво. Некрасивое лицо будет. Вот не просто представляете, да, вот девушка, красивая девушка, да, вот, нарисовал себя, макияж сделал, да, и всякие дорогие одежды надевал, да, а потом идет гневный, да. Будет красиво? Нет, не будет красиво. Никакого красоты нет. Просто, как это говорит, когда у человека гнев, лицо отвращает этого гнев, негатив, не будет красиво. И он умирает неосознанно, говорит. Он умирает неосознанно. Вот этот момент, вот, последний момент жизни, это человеку очень важно. Очень важно. Почему важно? Да, вот, как мы умираем, так будет наше перерождение. Если человек может осознанно умирать, это уже огромное благое карма. Он может в хорошем месте переродиться. Да? А когда человек неосознанно умирает, это значит, у него будет какой-то страх или какие-то привязанности, всякие загрязнения возникают в уме. Из-за этого он может попасть в какие-то низкие мир. Может родиться в ад, либо можно родиться как злые духи, либо можно родиться как гаджу, или как кобра, всякие вот эти гневные существа. Вот и что принесет гнев человеку. Представляете, да? Если у нас вот этого агрессия, гнева, ненависть не была бы, какая часть у нас была бы? Какая часть у нас была? Какой части у нас была бы? Да? Поэтому вот мы его таки должны узнать. Мы должны думать, нет, я не хочу быть гневными. Гнев мне не нужно. Как хорошо была бы мне практиковать доброту. Как хорошо была бы у меня доброта. Вот это воззрение мы должны начинать практиковать доброту. Тогда вы будете искренне желать. Тогда у вас будет искренние мысли. Это очень важно, правильное воззрение. Очень важно правильное воззрение, чтобы начинать практиковать доброту. Если человек доброту практикует, да, любовью, постоянно, да, и Будда говорит, это как будто как одежда или как машина. Использует, говорит, доброта. Это значит, мы се везде надеваем. Да? Мы се культурные люди, у нас одежда есть. Да? Вот так надо, говорит, у человека быть постоянно человек должно быть добротой, говорит. А мы, если нам нужно куда-то поехать, мы используем машину. Да? Вот мы должны, когда куда-то отправляемся, добротой уйти. Доброта у нас должна быть. Если у человека есть постоянно развитая доброта, он должен ожидать еще 10 плодов. Какие плоды? Вы должны знать теперь. Какие? Он может хорошо спать, он не будет видеть кошмары, он может хорошо проснуться, да, он нравится людям,
И он нравится ни людям, Девы будут защищать его, он отвергает или уйдет от огня, от оружия, от яды, и это не будут его увлекать, он уйдет от этого. И он приятный, у него лицо приятное, лицо красивое, другим нравится. Да? И он будет осознанно умирать. И переродиться, говорит, Брахман-лока. Если у него джана, он перерождается в Брахман-лока. Выше божествует. Вот какие результаты дают доброта. И мы можем вот еще один пример сказать для гнев. Да? Гнев. Мы всегда хотим, вот почему гнев появляется, да? Как он появляется на самом деле? Он появляется как критика, как обсуждение, либо какое-то воспоминание неприятного случая, неприятного человека. Либо мы сомневаем, что-то плохого будет. Да? Короче, вот всегда возникает гнев в голове как обсуждение, как критика. Мы начинаем критиковать кого-то, обсуждать кого-то. Да? Вот эти мышления мы должны всегда ловить. И почему вот гнев, его увидеть тоже нелегко. Когда у нас появляется гнев, мы видим неправильного человека, не свой гнев. Видите, да? Видите, какая проблема? Мы видим, ого, он так, нехороший, неправильный. Да? И мы хотим ему навредить. Что-то делать, чтобы ему было больно. Это может быть словами, это может быть по-другому. Но мы хотим чего-то делать, чтобы ему было больно. А проблема, наверное, мы можем этого делать, человеку больно, который мы думаем неправильно. Но чтобы это делать, может быть, мы годами страдаем. Пока мы держим этот ненависть, это будут такой боль, такое страдание. Только после этого мы можем кого-то навредить. Это иногда бывает, допустим, дома. Очень быстро, да? Рассердился, кого-то ругал, и все будут обидными. Но почему мы так делаем? Допустим, да? Ну, понятно, да? Вот, допустим, человек плохой, его надо, как это говорит, ему так надо ответить. Почему мы делаем родными так? Близкими людьми. Почему мы так поступаем? Потому что мы знаем, что они никуда не уйдут. Они все равно останутся. Не только это. Это может быть один. Не только это. Знаете почему? Потому что нам плохо. Мы не можем вот этого больше терпеть. Нам нужно освободиться. Да, вот мы знаем только несколько методов. Либо надо ругать, либо надо побить чего-то, да? Либо надо уходить куда-то. Несколько методов мы знаем. А это все принесет другому боль. Вот, понимаете, да, вот некоторые из-за обиды убивают себя. Убивают себя. Как самоубийством закончить свою жизнь. Некоторые для этого выбирают методы, да, разные, по-разному убивают себя. Некоторые возьмут бензин, наливают себе и сожигают себя. И сколько боль, да. Но человек готов к этому. Почему он готов этого делать? Потому что ему больно, ему плохо. Он не знает, что делать. Да? Вот я помню один человек, это до монашества, эта история. Он
был он так рассердился, такой гнев, висел Милу, пушает. Он не знает, что делает. Мила, знает, да? Ни сил. Некоторые вот из стакана возьмут, да, сломает вот так, чтобы все эти как крови пошли. Почему? Да потому что они не знают, что делать. Некоторые идут, бьют чего-то, допустим, стену бьют, да, сломаются эти сети. Вот насколько больно это, насколько плохо это мы должны понимать. Если мы этого не понимаем, мы не можем нормально практиковать доброту. Доброта это совсем по-другому. Если вы практикуете доброта, когда у вас будет развитый уровень доброта, вы можете вспоминать, у вас ни одного обидного, плохого человека в голове не остается. Вы можете всем, однако, желать добро. Вам будет все люди, все мы здесь. Мы можем всем желать добро. Вот такой уровень будет доброта. Вот действительно бывает, допустим, случай, да, вот, я могу всем желать добро, но у меня есть конкретно некоторые люди, я не могу им желать добро. Желать добро. Что делать? Будда говорит 4 примера. Что нам делать? Да? Первый. Вот Будда говорит, человек заблудился в лесу. Да? Ему хочется пить воду. Так хочется пить воду. Очень плохо. Он идет, ищет, где есть вода. Тогда он видит пруд. Но там вот вверх скрыто лианами. Упали всякие листья. Поэтому вот чистая вода не видно. Но он не знает, что там чистая вода есть. Там вниз чистая вода. Вверх просто вот эти грязь. Всякие листья, да, лианы. Мудрый человек что делает? Подойдет в пруд, да, убирает верхнюю грязь и возьмет чистая вода и пьет. Да? Вот первый пример. Да? И второй пример Будда говорит, я потом пример объясню вам, хорошо? И второй пример Будда говорит, человек заблудился в лесу. И ему так хочется пить воду. Нет воды, нигде нет. Он сейчас как будто, как это говорит, без воды же мы не можем жить. Он может даже свою жизнь потерять из-за этого. Он видит вода, вот где ходили коровы, остались там следы коровы, да? Копыта, да? Да. Вот копыта, вот это копыта, осталась вода. А? Следа, да? Следа, осталась вода. Вот эти, тогда вот человек идет, говорит, туда. Он не может руками висеть, поставить, говорит, твои руки, ноги, и секой пьет, говорит, вода. Почему ему так нужна вода? Вот эти два примера, вот посмотрите, Будда о чем говорит. Вот этот пруд, это как человек. Это пруд, это как человек, вот кого мы ненавидим. Кого мы ненавидим, да? Кто нам не нравится. И нам от этого плохо. Мы не можем освободить этот обиду, нам очень плохо. Тогда мы должны говорить, вот верхние вот эти все листья убирать, и мы можем, наверное, видеть его хорошие качества. Допустим, человек
Франции нам с нами хорошо были, да? Он хорошо относился с нами, много помогал. Он хороший человек, а потом какой-то плохой поступок делал. Сейчас, когда мы этого человека вспоминаем, мы вспоминаем только вот его, этого качества, этот случай. И из-за этого мы не можем, как это говорит, отпускать наши обиды, наши ненависть. Если мы начинаем опять вспоминать его хорошие качества, хорошие его всякие поступки, да, у нас обязательно появляется доброта. Вот и вторая пример, да, вот где есть вот это маленькие водички, следа, да, эти следа тоже человек. Но у него нету так много хороших, что мы можем вспоминать. Но, может быть, умный человек, мудрый человек найдет какие-то хорошие качества у него. Если что, нам нужно вспоминать. Наверное, мы найдем, говорит. Если мы найдем какие-то хорошие качества, вот мы можем эти хорошие качества вспоминать, тогда наша обида уйдет, говорит. Вот и второй, да? Третий пример. Будда говорит, два человека заблудились, говорит, в пустыне. И они оба ищут, говорит, дорогу домой. Оба хотят, говорит, пить воду, вернуться обратно. Или найти кого-то друга, кто может показать дорогу. Ну, не друга, кто-то человека. И встретиться, говорит, еще одного, да, вот, они оба встретиться, говорит. Это значит, вот эти заблудившие два человека, да, они не вместе ищут дорогу, как это говорит, отдельно. Они сами встречаются, говорит. Ни одного не знают дорогу. Тогда, если у человека есть сострадание, мудрость, и что он желает другому? Пусть он найдет дорогу. Пусть встречается человек, кто ему покажет дорогу обратно. Где есть вода, пусть ему покажет. Вот так. Иногда мы встречаем людьми, да, мы не можем найти никаких хороших качества, или мы не понимаем, как практиковать добро ему. Но мы должны понимать, что мы здесь заблудились. Вот этот гнев, ненависть, ничего хорошего нам не принесет. Пусть он найдет хороший человек. Или пусть встретится с ними хороший друг, кто ему покажет дорогу. Пусть у него будет хорошие качества. Пусть у него всякие вот эти плохие поступки, плохие качества, пусть уйдет. Пусть он не станет хорошим. Вот это наше желание, вот он опять порождает доброта. Почему мы так думаем? Потому что доброта нужна нам. Это как вода нам. Понимаете? Да. Четвертый пример Будда говорит. Будда говорит, вот заблудился, говорит, человек в пустыне. Ищет воду, говорит. Нет, нигде нет вода. Он тогда видит райную землю, где есть вода, где есть фрукты. Да? И что мудрый человек делает? Идет в райную землю и пьет, говорит, воду, кушает, говорит, фрукты, отдыхает, говорит, а потом найдет, говорит, дорогу. И там есть, говорит, люди, которые можно ему показать дорогу. Это какой пример? У вас есть хорошие друзья, благие друзья. Вы иногда встречаетесь с ними. Оцените их.
они очень редкие. Их нет везде они. Если у вас есть они, оцените их. Это очень важно. Иногда у нас есть всякие драгоценные камни, да? Мы думаем, это просто камень, можно выкинуть. Но опять драгоценный камень найти, это будет нелегко. Поэтому, если вы найдете хорошего человека, доброго человека, оцените его. Это очень важно. Вот посмотрите, да, какие методы есть нам практиковать доброту. Еще есть разные методы. Иногда бывает, допустим, да, вот сидим, воспоминается человек. Не можем отпускать его. Будда говорит, просто можно, говорит, его взять и разделить как части тела. И смотреть на свою обиду. И что мне не нравится. На какой части тела я ненавижу. Почему? Потому что, вот, допустим, да, у любого человека, когда мы воспоминаем его образ какой-то. И в этом образе мы видим его лицо и так далее. Тогда можно воспоминать. И что мне не нравится, его волосы не нравится ли, и что мне лицо не нравится ли, руки не нравится ли, и что мне это. Такой ненависть, почему у меня? Некоторых ненависть уйдет. Почему? Потому что появляется безличность. На самом деле это глубокое понимание. Либо можно воспоминать камма. Камма какой? Вот мы ненавидим человеку. Он не знает об этом. А кому придет отвечать за эти каммы? Самому себе, да? Мне придется отвечать. Каждое мышление – это камма. Каждые наши слова – это камма. Каждое наше действие – это камма. Поэтому он может вообще не знать об этом. Может быть, он уже нет живыми. Да? Может быть, он сейчас спит. Может быть, он сейчас не такой хороший. Но мы здесь ненавидим, да? А эти камни, мое камни, не его камни. Или можно воспоминать, это если вы, вот, когда вы верите в сансару, Будда говорит, сансара, так, насколько длинный, да? У нас нет, говорит, ни одного существа, которые у нас не были маму или папами. Я на самом деле неправильно сказал, грамматически или все неправильно. Вы поняли, о чем я говорю? Короче, да, сансара, очень долгое время мы в сансаре существуем. Да? В этой сансаре, каждый человек когда-то были нам мамой или папой. А сейчас мы разошлись и стали врагами. Ну, просто надо вспоминать. Вот я ненавижу. Опять мы можем встретиться, родным. Зачем это нам нужно? Надо отпускать. Или бывает у вас родные люди. Родные люди, вы не можете как это смириться. Тогда надо, кто-то надо поступить, да? Просто Будда говорит, лучше делать, говорит, подарок. Подарок может быть слова. Да? Может быть, сказать, кофе хочешь? Просто может быть какое-то слово. Может быть, можно купить какой-то подарок ему. Я не знаю. Цветы можно купить. Ну, если это родные, есть обида, да? Надо как-то стараться его победить. Поэтому хороший повод, говорит, купить подарок. Когда мы даем кому-то подарок, мы не можем гневом дарить это. Если искренне мы даем подарок добротой. И сразу все ситуации изменяются. Бывает, вот люди обидные, они годами не разговаривают. А потом как-то начинают разговаривать. Самые близкие друзья.
без друг друга они не может быть. Бывает, да, вот годами не разговаривают, обида держит. Усы не помнит, почему они обиделись. Причину усы не помнит. Поэтому вот таким случаем очень хорошо дарить подарок. Да? Кто может этого делать, да? Они не слабые. Это можно делать только герой. Это мы думаем, они могут думать, я слабый. Я не хочу это выглядеть слабости своей. Я не буду так поступить. Это наша гордыня. Почему наша гордыня? Мы слабые. Если человек может так поступить, это значит, у него есть мужество. И они мужчины. Может быть, женщины, но у них есть мужественные качества. Вот. А наоборот, на самом деле, вот, кто постоянно идет на драку, кто не может постоянно терпеть, терпения у кого вообще нет, они могут быть мужчины, но у них это женское качество. Это женское качество. Такие определяют. Поэтому просто вот этого качества, оно очень хорошее качество. Надо его развивать. Антон в свободном режиме. Давайте я расскажу, что такое сострадание. Как выглядит сострадание? Сострадание – это значит, когда мы видим страдание другого, у нас появляются мысли, да, помогать ему. Либо у нас появляются мысли, пусть угодить этого страдания у него. Вот этого состояния мы называем состраданием. Это не горе. Да, иногда бывает, допустим, мы видим страдания у другого, да, мы начинаем сами страдать. Это другое. Это другая эмоция. Да? Сострадание, оно на самом деле мудрое. Мудростью возникает сострадание. Он понимает мир какой, сансара какой, карма как действует. Он об этом понимает. И понимая, у него появляется желание, пусть человек не страдает, существо не страдает. Вот этого состояния называется сострадание. Допустим, да, для доброты есть противоположности. Это был гнев. Это был гнев, ненависть, да? А для сострадания что? Какой? А? Безразличие. Нет. Жестокость. А? Жестокость. Это и есть противоположная эмоция сострадания. Жестокость. Это значит, вот посмотрите, да, бывают люди, бывают существа, у нас бывают всякие мысли, нету никакого гнева, но мы хотим кого-то, как это говорит, кому-то делать больно. А когда ему больно, появляется какое-то удовлетворение. Вот это есть жестокость. Вот, допустим, да, бывают люди, допустим, просто уличная собака. Видел и, допустим, да, лежит, отдыхает. Взял горячую воду и наливал на него. Да, бывает, допустим, да, люди идет в машине, видел собаку, наехал на него. Такие жестокие люди бывают. Мы думаем, я не такой, да? Мы не такие. Но наблюдайте за собой. У нас появляется очень тонкий уровень его. Допустим, да? Бывает женщины. Они знают, допустим, есть другая женщина, его какая-то недостатка. Допустим, да? Его волосы уходят. Либо, допустим, да, она не может беременеть. Да?
и знает об этом другая, она говорит: ой, как жалко, и что случилось с тобой? Мы думаем, это вот это, как это говорит, сострадание. Это не сострадание, она и специально говорит такие вещи, чтобы тому человеку было больно. А потом как-то радует об этом. Не радует. Нельзя сказать радуется, но получается какое-то удовлетворение. Допустим, да, вот школьные дети, они делают буллинг. И что это за буллинг? Это вот есть жестокость, это нету сострадания. Они не понимают свои эмоции, они не определяют. Да? Они возьмут какого-то бедного ребенка, да, и мучат его. И, допустим, возьмет какую-то бедного девочку и булит ее. Либо, допустим, да, вот, кто-то мне сказал, я помню, вот, она говорит, до сих пор она не может, говорит, отпускать вот этого обида школьного. Почему? Не обида, просто ей очень сложно, говорит, как это, людьми разговаривать или быть в обществе. Почему? Потому что в школе была, говорит, такая группа девочки, вот, они постоянно ее, как это говорит, свою группу не взяли, оставили ее одна. И ей нужно было, ей очень важно было, чтобы им нравиться, чтобы с ними дружить. А они этого не допускают. Они знают, что она хочет. Понимаете, вот этого чувства. Вот это и есть жестокость. Поэтому она у нас появляется. Может быть, у нас появляется дома. Родными может появиться. Мы можем кому-то близкому человеку делать больно. Будете бдительными, будете осознанными. Узнайте свои эти эмоции. Почему? Потому что мы можем этого допускать, не зная. Да? А как вы думаете, это красивая эмоция? Какой красивый, да? Какой красивый. Это не человеческая эмоция. Да? А наоборот, появляется сострадание. Сострадание – это человеческое чувство, но не только у людей появляется сострадание. Иногда бывает, допустим, да, удивительные случаи бывают. Я видел один маленький видео, там как-то упали рыбы, может быть, вот от дождя упали, да? Как-то вот эти все рыбы без воды, вот этот, как это говорит, вот так, как, да? Дождь. Дождь, да? И не может дышать от этого. Рыбы на берег. На берег, на рыбу земле. на берег, и они не могли дышать без воды. Да, без воды не дышат, они припыхаются без воды. Да. Вот этого видит собаку, маленький собачка. Там много рыбы. Она идет одному и этот лицом кидает ей вода, мордой кидает вода, и идет другому бегает, и ему кидает вода, идет другому кидает, опять вернется. Собака не понимает, как спасти. Но собаке появилось сострадание. Вот посмотрите, да? Посмотрите, да? У людей есть оно. У людей есть. Но мы должны его сохранить, развивать. Это очень важные качества. Его можно развивать дальше как медитация. На самом деле, когда мы доброту практикуем, вместо добротой еще можно развивать сострадание тоже. А так, на самом деле, если человек развивает до джановый этот уровень сострадания, тогда у него должно быть первый уровень, это джана доброты. Метаджана должно быть. Если метаджана есть, тогда можно развивать
сострадание. А так просто мы можем его развивать. Следующее качество – это бесплатная радость, сорадование. Мы можем просто радоваться со другими. Да? Противоположность какой? Зависть. Это зависть. Вот некоторые говорят, да, вот я никому не завидую. Да? У меня нету зависти. На самом деле надо с собой сидеть надо, увидеть надо. Если мы видим, допустим, кого-то, у нас появляется не радость, какой-то, да, груз, какой-то печаль, это значит, у нас появилась зависть. Допустим, да, вот есть два ребенка, но своя ребенка и другого. Допустим, они в школе, экзамен сдал, чужой ребенок хорошо все экзамены сдал. Своей маме появляется, когда об этом узнает, какой-то груз, печаль. Это что значит? Это значит вот зависть. Дальше мама может завидоваться чужому ребенку. Бывает так. Бывает так. Поэтому вот эта зависть, если у человека появился, это значит, он не может радоваться. Очень плохая эмоция. Вот, бывают люди говорят, я на самом деле в большие города такие проблемы нет. Это бывает маленькие деревня, маленькие, когда все друг друга знают. Когда все друг друга знают, они смотрят, ой, они купили машину, вот тот построит дом, да, вот там нашел хорошую работу. Не может это увидеть. И говорит, я поеду куда-то, да, продаю дом, мне здесь это не жить. Почему? Потому что это утром видит, вечером видит, больно. Почему больно? Вот это зависть. Нет, действительно это есть, это не просто я говорю. Пока бы верит. Поэтому вот сорадование, если у человека нет, это значит, он обязательно страдает. Еще и что бывает, когда у человека зависть, он сам свою дорогу закрывает. Развития ему не будет. И чтобы развиваться, да, нужно, вот, допустим, хорошими людьми познакомиться надо. Их поддерживать надо. Тогда и нам будет какая-то возможность. Это я говорю просто в практичном уровне. Его не будет. А как карма, мы не любим развитие. Не важно кого, мы не любим, мы ненавидим его. И значит, у нас не будет его. Это кармически мы закрываем свою дорогу. Поэтому сорадование – это очень красивое чувство. Сорадование обязательно надо практиковать. Обязательно надо практиковать. Если вы видите, другие счастливые люди, просто радуйтесь. Просто радуйтесь. Вот, молодые играют, дети в школу идут. Радуйтесь сами. Радуйтесь. Это очень важно. Это сорадование. Четвертый это время есть. Время есть. Да. Я перепутал. Все хорошо. Перепутал расписание. Четвертый это равненность. Равненность это значит ровные отношения для всех. Вот мы иногда, как это говорит, определяем. Да, вот они мои.
им другое отношение у нас. Они другие, тусое отношение у нас. Вот так нельзя разделить. Еще бывает у нас, допустим, да, когда радость придет, когда счастье придет, мы бурно радуемся, слишком радуемся. И начинаем танцевать, радоваться, праздновать. А потом, когда придет горе, и начинаем так все печалиться, огорчаться. Это нельзя. У человека должно быть ровное отношение. Пришел радость, это хорошо. Но мы должны понимать, радость придет не навсегда. Он тоже гости к нам, временно. Он тоже уйдет. И мы должны его принимать как гости. Особенно радоваться не нужно. Радость пришел, это значит нам радость, это хватает. Создать на этом фоне еще какие-то другие фонтанные радости не нужно. Тогда будет огромные страдания, когда его не будет. И страдания тоже такое. Не надо так. Просто каждому бывает счастье и несчастье. Мы его тоже должны воспринимать ровно. Ровно должны воспринимать. Будда говорит, есть такие 8 мирские дамы, которые мы должны ровно воспринимать. Первый – это радость. Второе – это печаль. Следующая пара – прибыль и потеря. А также есть похвал и плод. И слава, потом наоборот. Бесславие. Бесславие. Слава, бесславие. Вот 8. Мы все хотим 4. Что мы хотим? Мы хотим счастье или радость, прибыль, похвал, слава. Мы говорим, вот что мы хотим. Нам только это нужно. Мы не хотим ни радость. Потеря мы не хотим. Потеря правильное слово? Потеря, все верно. И мы не хотим пула, мы не хотим ни слава, да? Бесславие. Бесславие мы не хотим. Как вы думаете, это правильно? Так будет? Это иллюзия. Это иллюзия. В этой истории человечества никто эти только 4 не получил. И сколько делится будущее человечества, то эти только 4 не получится. Значит, если человек родился, он обязательно должен встретиться эти 8 мирские дамы. Это обязательно. Видите меня или нет? Да. Почему обязательно? Почему обязательно? Вот посмотрите, да? Основа нашей жизни – это есть старение, это есть болезни и это есть смерть. Вы согласны со мной? Да? И не только мы стареем, не только мы болеем, не только мы умираем. Наши все родные, они стареют, они болеют, они умирают. Правильно? Тогда какой смысл не сдать несчастье, потери? Оно будет, это реальность. Это не только нам, кому-то специально случится. Это есть сансара. Вот поэтому мы говорим, сансара плохо. Один раз мне говорит, Банте, мне очень нравится, говорит, буддизм.
Я говорю, почему? Вот у нас, говорит, умер либо ад, либо рай. Нету, говорит, это продолжение. У вас есть, говорит, перерождение. А мы хотим как-то избавиться от него. Мы не хотим переродиться. Почему не хотим? Потому что где бы мы ни родились, а там опять будет вот эти три. Поэтому не хотим. Это основа. Но буддизм не говорит, из-за этого нужно печалиться, огорчаться или страдать. Не нужно. Нам нужно практиковать наш ум, чтобы было ровное отношение на 8 мирских домов. И тогда у нас появляется ровное отношение дальше с людям. Да? Мы можем его развивать. Расскажу вам очень красивый пример, который мне рассказал один монах из Алтая. Алтайский монах. Да, и он был у меня ретритах, он мне говорит, Алтай, там все горный район, да, и они иногда смотрят, говорит, из одного гора в другой город, и там вот зимой машина хочет, говорит, едет машина зимой, и там очень скользкая дорога, говорит. Вот когда они видят, вот машина едет, вот появляется, говорит, такой мысли, пусть едет, без проблем, да, доедет, это гора. Как это говорит, гора, пусть гора... В гору? В гору. Пусть гору поднимется, без проблем. Появляется, говорит, такой мысли. И он поднимется, говорит, вот где-то половину и отпускается, говорит, опять. И тогда появляется, говорит, ой, он не мог, да, вот такой появляется, говорит. А потом, и он не старается, говорит, старается. Он тогда и старается, появляется такой позитивный мысли, да, молодец. Молодец. И он как-то доедет, говорит, до на гору. Да? Когда он доедет, ой, какой молодец. Появляется, говорит, такой радость. Радость появляется. Говорит. Вот когда вначале видел эту машину, вот появился доброта. Да? Не важно, да, нам, кто там, да, просто появился доброта, пусть едет без проблем. Пусть будет не страдание. Вот у нас появилась доброта. Когда у него не получается, у нас появляется сострадание. Да? Когда у него получается, у нас появляется сорадование. Не важно, кто там сидит, мужчина или женщина, или буддист, или мусульман, не важно, кто, откуда, кто-то человек. А вот этого есть, это равность, равные отношения. Равностность. Равность. Да. Поэтому эти все хорошие качества мы должны развивать, практиковать. Да? Давайте мы вместе немного, наверное. Да. Сколько? 9? Да. Первый. Да. В 9 заканчиваем. Через полчаса. Да. Немного медитируем, где-то 5 минут, а потом у вас будет время для вопросов и ответов. А потом закончим.